ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 12:00, городская администрация. Брифинг представителей регионального подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он пройдет осенью 2017 года в Москве и Сочи. Россия удостаивается чести принять это мероприятие у себя 3-й раз. Сам же слет самой активной молодежи пройдет уже 19-й раз. Если говорить о цифрах фестиваля, то это 20 тысяч участников, 7 тысяч волонтеров и 150 стран. То есть такое количество людей и стран объединит этот фестиваль. Вообще по масштабам Всемирный фестиваль будет сопоставим с Олимпиадой в Сочи и Универсиадой в Казани. Обсудить самые актуальные темы и показать свои достижения на мировом уровне смогут и ухтинцы. Для Республики Коми выделилось 140 квотированных мест. 2 уже точно достаются студентам УГТУ. Они выиграли их на республиканском конкурсе по пиару. Остальным для отбора необходимо зарегистрироваться на сайте, где кроме личных данных нужно будет указать и достижения. Я заполнила не до конца эту анкету, но первое, что я указала, что я уже редактор информационного агентства. Указать какие-то свои личные качества интересные. По максимуму старалась заполнить так, неформально, неофициально, можно так сказать. Кроме участников, туда поедут и волонтеры, люди, которые будут заниматься организацией фестиваля, начиная от заселения иностранцев в гостиницу и заканчивая помощью на церемониях открытия и закрытия. Для того, чтобы получить этот статус, тоже необходимо зарегистрироваться. Нужно было указать свой опыт, но нужно было указать очень лаконично свой опыт, потому что представлялось всего 500 символов для отражения всего опыта. Это было сложно, потому что, да, очень большой опыт, очень много всего, но, в принципе, я уложился. И второй момент, довольно-таки тоже важное было, это нужно было написать эссе, почему, по-моему, даже 2 эссе, то есть небольших, это почему именно я должен был поехать. И второй, это что для меня значит и что вообще для России значит данное мероприятие. Чего же ждать от этого фестиваля, рассказал и его непосредственный участник. Борис Калинин был на нем в 1985 году. Ситуации тогда были разные, вспоминает Борис Иванович. При общении с иностранцами пришлось отвечать за всю страну. Вопросы, например, тогда будировались такие, что, по евреям не все понятно. У вас там зажимают их. А когда мы там послушали, сказали, что если большинство артистов, которые владеют званиями разными, это евреи, то какое тут зажимание может быть? Но несмотря на это, тогда, как и сейчас, лозунгом фестиваля был призыв к миру и дружбе. Если вы тоже хотите поучаствовать в этом масштабном слете, заполняйте анкету. Сделать это вам помогут в молодежном отделе и университете. Телефоны на ваших экранах.